Огромное спасибо за приглашение. Мне очень приятно находиться в Уфе. И вот среди узкого круга таких коллег я надеюсь очень на такую продуктивную дискуссию. Ногайский народ такой один из очень интересных примеров того, как неудачи, которые были в 20 веке, в 21 веке начинают переосмысливаться и начинают приобретать какие-то черты, что ли, того, что, может быть, предшествовало успеху. Что я имею в виду, я скажу об этом. Во-первых, про 20 век. Да, в 20 век нагайцы вошли в достаточно плачевном состоянии. Во-первых, нагайцы не смогли воспользоваться возможностью создания собственной автономии, хотя она была. 11 апреля 1922 года в ставке Ачкулак собрался съезд нагайцев, каранагайцев и туркмен, в то время их всех называли нагайскими народами, и там состоялось очень такое судьбоносное обсуждение, в котором советская власть вообще-то предложила нагайцам автономию. То есть было предложено либо создать автономию, либо войти вот туда, либо войти сюда. Было принято решение войти в состав дагестанской автономии. Почему такое решение было принято? Потому что нагайская мысль, нагайский дискурс в то время состоял в том, что мы, в общем-то, тюрки, в Дагестане в то время ведущую роль играли кумыки. И в Дагестане в то время был государственный язык тюркский. Не кумыкский, но тюркский. И было сказано, что вот мы все тюрки, соответственно, давайте войдем в тюркскую автономию. Там тюркский язык государственный. И вот в 22 году все нагайцы вошли в состав дагестанской автономии. Там, конечно же, сыграло то, что была работа агентов Дагестана, была кумыкская агитация. И был еще такой вот нагайский проект всех нагайцев собрать на территории Ногайской степи, потому что довольно много нагайцев проживало среди кумыков. Костекские, там, и Таркинские и так далее. То есть там было много нагайцев, и был проект переселить их всех в Ногайскую степь. Естественно, эта просьба не была удовлетворена, потому что дагестанские власти занялись освоением этих равнин, и, соответственно, им не хотелось передвигать огромные группы населения туда-сюда. Более того, нагайцы одним округом вошли в состав Дагестана, их разделили, то есть одну часть отдали Ставропольскому краю, другая часть осталась в Дагестане. В 1957 году восстановлена была чечено-ингушская автономия, и часть нагайских сел перешла в состав Чечено-ингушской АССР. То есть такая травма была пережита, собственно говоря, нагайцами. И во-вторых, падение Советского Союза и постсоветские изменения также оказались неудачными. То есть тогда был выработан какой план? То есть мы сейчас требуем автономию в составе Российской Федерации. Для этого была создана организация Бирлик, единство, которая должна была пошагово идти к достижению этой территориальной автономии. К сожалению, организация погрязла во внутренних противоречиях. Было проведено несколько съездов с объявлением суверенитета, объявлением создания автономии и так далее. Ничего из этих решений, из этих съездов не удалось осуществить. И, соответственно, даже региональные власти очень были изобретательны в том, чтобы противостоять этому нагайскому дискурсу. То есть был успешно эксплуатирован такой образ ваххабита. Было объявлено, что они ваххабиты, и ни в коем случае их нельзя слушать. То есть эти неудачи привели к тому, что вообще движение было признано абсолютно, скажем так, неэффективным,
вот эта организация Берлик, она даже не смогла хоть как-то добиться того, чтобы было обращено внимание на депрессивность регионов проживания нагайцев. В итоге до 40% народа оказалось на севере. То есть это Новый Уренгой, Сургут и так далее. Представляете, да, за вот эти там 25 лет 40% народа переселяется на север. Вот. И вот в этой ситуации, то есть в 21 век вот народ вошел в таком состоянии, и в этой ситуации начинается поиск вообще-то другого, да, другой мысли, как нам быть, что делать в этой ситуации. Появились две таких довольно больших группы. Одна из них, это, я условно ее называю проказахской. То есть было обращено внимание на то, что мы с казахами очень близкий народ. И, соответственно, наверное, было бы хорошо, если бы вот казахи ставили наш вопрос перед властями России. Соответственно, вот это движение стало оформляться вот в эту вот проказахскую, да, группу. Ее одним из видных таких идейных представителей ее является Мурат Расильевич Заргишиев. Он был самым молодым депутатом, кстати, Верховного Совета РСФСР. Вот. И у него есть очень интересный такой вот манифест «Казахи и Нагаи. Разделенный народ» называется этот манифест. Он был опубликован в Казахстане в издании Esquire Казахстан. И в 2020 году вот вышла его монография «Ноғайлы. Белый сокол Золотой Орды», в которой вводится понятие эпохи Ноғайлы как такого золотого века истории Евразии. И, в общем-то, вот согласно этой концепции, все мы из Золотой Орды, нагайцы, казахи, каракалпаки, была некая вот народность, которая якобы называлась Ноғайлы. И, собственно говоря, мы с казахами сегодня являемся такими, скажем так, таким разделенным народом. Вот. Собственно говоря, здесь, в общем-то, казалось бы, ничего такого, никаких подводных камней нет, но оказалось очень много подводных камней. То есть, ну, во-первых, оказалось, что молодой казахский национализм, который ищет себя, да, он очень хорошо нашел вот свои плюсы вот в этой концепции Ноғайлы, потому что оказывается, что через эту концепцию Ноғайлы до этого казахская идея была вокруг казахского ханства. Но вот это все золотоордынское наследство практически полностью получается, да, казахским, потому что мы с нагаями разделенный народ, соответственно, через нагаев мы выходим на западную вот эту вот часть Золотой Орды. И, соответственно, мы имеем право на богатейшую эпическую традицию, которая в среде нагаев зародилась, да, которая повествует о знаковых золотоордынских территориях и событиях, богатую поэзию и словесность средневековую и претензии вот на эту всю западную часть. Вот очень интересно, ежегодно 1 октября нагайцы отмечают День скорби. Извините те, кому Суворов дорог, вот, в честь того, что Суворов вот тогда расправился с Кубанской Ногайской Ордой. И это было очень хорошо воспринято в Казахстане, и в Казахстане этот день тоже отмечают, и говорят казахские представители о том, что Суворов произвел геноцид над казахами, над казахско-ногайским народом. Иногда пишут геноцид ногайцев, в скобках казахов. То есть вот эта идея, она находит отражение в умах людей там уже в Казахстане. И вот эта концепция оказывается действительно с очень такими серьезными подводными камнями, которые серьезно влияют вообще выходят вообще на межгосударственный уровень даже. Ну вот. И при этом вот во время обсуждений, кстати, выделилась группа, и выделилась вот эта вот мыслительная, в том числе и идейная группа
почвенников, скажем так, да, тех, кто говорит о том, что нет, мы с казахами не один народ, мы отдельный народ, мы отдельно формировались, у нас своя этническая история. Да, мы очень близки с казахами, но при этом нагаец не равен казах. Вот эта группа, эта оппозиция, скажем так, да, она развивает сегодня такую вот очень интересную сетевую деятельность. Я, к сожалению, времени очень мало, я не могу рассказать о ней. Если будут вопросы, я расскажу о ней. Но вот эта идея почвенности, того, что мы из России, и мы российский народ, она, кстати, встречает в очень такую нервную реакцию, не только в казахских, понятно, что в казахских группах она встречает нервную реакцию, но почему-то сюрпризом для нагайцев становится то, что в том числе и, допустим, среди татар и других тюрков вдруг появляются обвинения, что вы вот московские, там, промосковские, что вы там наше тюркское единство предаете, вы предатели и так далее, и так далее. То есть вот очень интересно быть проказахским, значит, нормально, а быть собственным пророссийским – это очень плохо. Вот, то есть такая вот есть тоже очень интересная тенденция. Вот. Относительно групп, вот я еще хотел бы один момент и, наверное, на этом закончу. То, что происходит сегодня, например, с такой очень интересной группой нагайского происхождения, как юртовцы. Они до 30-х годов были нагайцами, и государство их записывало нагайцами. В 30-е годы вдруг решили их записать татарами. 70 лет преподавался татарский язык им. Вот. Сегодня многие юртовцы стали говорить о том открыто, что они нагайцы. Нет, мы не татары. Вот. И это вызывает какую-то очень нервную реакцию. Очень нервную реакцию. И я вижу здесь параллели вот как раз с Башкортостаном, из башкирской вот этой вот истории северо-западных башкир, потому что та же самая история у юртовцев свой диалект. Очень интересный, он нагайский в основе, вот, но другой диалект свой, особый. И какие-то там головы такие горячие предлагали, так, юртовцам надо на литературный нагайский язык переходить. Но вот эта вот история, кстати, которая здесь была в Башкортостане, она очень многому научила ребят вот из этой сети. И ребята пришли к решению, что на самом деле юртовский диалект и вообще все диалекты нагайцев, которые широко распространены по России там и в мире, они должны признаваться равными. И никто не должен навязывать литературный язык. То есть надо будет, придут к литературному языку. Но диалект имеет такое же право на существование, то есть и никто не имеет права юртовцам на основании того, что они говорят не так, предъявлять претензию, что они не нагайцы. То есть идентичность в первую очередь, а язык уже потом. Вот. То есть вот это вот очень интересная история, очень интересный подход. И я хочу сказать что вот нагайский дискурс развивается дальше, и он очень такой динамичный, и, конечно же, вот дальнейшее изучение, я думаю, будет очень полезным. Спасибо огромное. Я все. Большое спасибо, Ахмед Аминович. Пожалуйста, вопросы. Если есть, если нет, то... Николай Богданазаровна, кандидат исторических наук, Академия наук РВ. У меня вопрос такой, Ахмед Аминович. Очень интересный доклад, спасибо большое. Вопрос касается соотношения численности нагайского населения, владения населением родным языком, и как меняется в результате переписи признание родного языка в качестве нагайского и, допустим, признание какого-то другого языка в качестве родного языка, как это, коррелируется с численностью населения на протяжении, скажем, 20 века. Есть ли у вас такие исследования? То есть здесь можно проследить, как язык влияет, как признание нагайского языка своим родным языком влияет на идентичность этническую. Спасибо огромное. Вот я не зря коснулся вот этого вопроса насчет юртовского диалекта. На самом деле, все эти, скажем так,
потрясения 20 века очень сильно влияли на вот эту вот историю с тем, что идентичность должна быть в первую очередь. Потому что в Дагестане же была история с тем, что вот тех вот самых нагайцев, которые жили среди кумыков, решили приписать к кумыкам. И в школе преподавали кумыкский язык. И в конечном итоге получилось, что они говорят на кумыкском языке, но кумыками быть не захотели. То есть они вот упорно продолжали писаться нагайцами. И в Дагестане вот мы привыкли к тому, что да, вот есть в Бабаюртовском районе нагайцы, и севернее Махачкалы есть нагайцы, которые говорят на кумыкском языке. Но они себя считают нагайцами, то есть они не хотят себя считать кумыками. Но то же самое вот с юртовцами и с карагашами, кстати. Карагашей и юртовцев, их всех вместе под 70 тысяч. То есть вот по переписи последней 106 тысяч нагайцев. А тех, кого записали татарами, около 70 тысяч. И они их обучали татарскому языку литературному, но они продолжают говорить на своих диалектах. То есть сохранились карагашский диалект и юртовско-нагайский диалект. Сохранились. Но они не говорят на литературном языке тоже. То есть для нагайца, который приезжает, который обучался на литературном языке, приезжает туда, язык абсолютно вот для их слуха непонятный. То есть понятно, что основа нагайская, но уже другая речь. Да? Ну вот. Поэтому для нагайцев не столь важно, даже на каком языке человек говорит. Есть вот, например, там же в Астраханской области село Малый Орал, в котором нагайцы говорят на казахском языке уже. То есть они ассимилированы в языковом отношении. Но они продолжают... То есть они в результате по материалу переписи они считают свой родной язык? Казахский, да. Нагайский. Нет, они считают... Дело в том, что их язык по факту, вот там где-то тысяч, я не знаю, наверное, под 20 тысяч на кумыкском языке говорящих нагайцев. Да? Ну, это огромное количество тех, которые вот обучались татарскому. Да? Есть те, которые говорят на казахском языке. То есть язык, здесь продвигается сейчас идея, что язык это не столь важно. То есть надо, да, очень важен нагайский литературный язык. Но сейчас для того, чтобы пересобрать народ, да, не нужно педалировать вопрос языка. Нужно, чтобы у людей была крепкая идентичность. Вот нагайцы в Дагестане, например, доказали, что у них крепкая идентичность, да, что они считают себя нагайцами, несмотря на то, что говорят на кумыкском. Вот. То есть вот эта идея сейчас насчет того, что не стоит сейчас прямо на языке делать огромную... Да. Спасибо большое.